Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. И, как обычно, мы находимся в гастростудии ресторана нашего «Мусхая». Семен Тарбахов со мной, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Александр Сердитов. Александр, добрый день. Приятно познакомиться. Александр у нас учитель физики и информатики средней общеобразовательной школы номер 29. Александр, спасибо, что согласился быть гостем нашей передачи. И сразу место в карьер. Так как у нас все-таки мы его называем кулинарное ток-шоу, чем ты к нам сегодня пришел, что будем делать? Добрый день. Спасибо, что вы меня пригласили. Сегодня мы будем с вами готовить, получается, такое простенькое блюдо, удобное для дома. Куриные бедрышки в сливочном соусе. Угу. И еще на гарнир что-то еще есть, да? Паста птити. Пасту. Да. Птити – это вот такие круглые макрушки, так сказать. Круглые макарошки, Если да? Ну, просто внешне напоминает, как будто кедровый орех очищенный. Ну да. Так, ну, Курочка с кедровым орехом. Было бы процесс вкусно. приготовления у нас как предстоит. Обжарка бедер Все верно. Жарим на сливочном масле. И без добавления растительного или с добавлением? Без. Без, да? Да, чисто на сливочном масле. Обжариваем с двух сторон до, так скажем, такой красивой корочки. После чего мы достанем нашу курочку, бедрышки. В этом масле поджарим, получается, мелко порезанный чесночок, добавим сливки и протушим все это вместе, уже получается, вместе с бедрышками. В принципе, класс. ничего сложного, да? Да, в принципе, ничего сложного, но как бы какое-то время занимает, поэтому я предлагаю начать. Да. А до этого, как мы начнем, Александр, традиционный вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Расскажи, пожалуйста, немножко или немножко о себе. Так, что мне о себе рассказать? Я Александр, я родился. Автобиография. Краткую автобиографию. Кратко, да. Я родился в городе Якутске, 88-го, да, все верно, примерно столько. 88-го года выпуска. Всю жизнь прожил здесь, в Якутске. Учился достаточно хорошо, ну, так скажем. Что еще бы рассказать? Ну, как я дошел до такого, да? До жизни такой, да. до Это жизни наша такой. рубрика как раз так и называется всегда. Ага. Как я дошел до жизни такой? Дело в том, что на самом деле я попробовал очень много различных, так скажем, специальностей, поработал во многих местах, но школа меня зацепила, даже не то, что школа, меня образовательная среда зацепила еще со студенчества. Слушай, перебивая и немножко показывая, что я без культуры, Это я... с чем был связан выбор профессии? Ну, допустим, ты вчерашний выпускник и, скорее всего, решил куда-то же поступить. Так, хороший вопрос. Я поступил, получается, ну, после того, как школу закончил, я пытался поступить на архитектора, на дизайнера. Вступительные экзамены все сдал. Но на, так скажем, оглашение результатов я не пошел. Почему? Что-то переклинило, и я подумал, пойду-ка я программистом. Ничего себе. Получается, после Это же того, две вообще разные сферы, можно сказать, да? вообще разные сферы. Ну, Я поступал в Питер, получается, в Москву поступал. То есть в то время можно было в несколько учебных заведений. Да. Ну, подать. может, документы подаешь и сидишь, ждешь. В Москву поступил, захотелось программистом и поступил, получается, сюда, в Якутске, в ЕГТ. Да, на техника-программиста. Пока учился, получается, на техника-программиста, успел поработать, допустим, в копиртех-сервисе техником, там ремонт компьютерной техники, принтеров и так далее. Ну, то есть это же не просто же так, это, ну, все равно же какие-то знания, какие-то навыки нужны, да? Как это получилось так, что ты умел уже все это делать? Ну, я, если честно... Самоучка? Да, самоучка. И рисовать научился сам, чертить, учился сам на, так скажем, на олимпиадах участвовал, в школьных, занимал призовые места. Поэтому я думал, пойду на архитектора. Но я потом что-то, ну вот как раз в последний момент времени понял то, что архитектура, видать, не мое. Поближе будет это компьютер. Как раз мне в то время родители купили Pentium 4, и мне понравилось в нем копаться, разбирать, собирать, улучшать. Ну вот,
Как-то так. Поступил на техника сначала. Это среднеспециальное образование. И мне там не успел закончить, даже, даже поступить на 3-й курс, мне предложили потом поступить на вышку. Опять же, ВГТ, только уже на инженера-программиста. И сразу перебежим все курсы. И на заключительном курсе мне предложили стать преподавателем прямо там, в ВГТ, в инженерно-техническом институте. Предложили стать тебе преподавателем, учителем там же, да? Да, И где? предложили стать преподавателем, получается. И когда я читал лекции студентам, мне как-то казалось, что это что-то не мое. Как-то далеко получалось. Информацию детям даешь, студентам, а отдачи я не получал. А до этого просто я, когда был председателем в совете, студсовете, я был активистом, входил в состав, так скажем, совета в строительном округе. Бутылку воды. Прижмем? Прижмем. Да. Ну смотри, шеф что делает. В строительном округе, получается, в управе строительного округа. Там я всегда был активно, вел себя активно, с людьми общался и получал какую-то отдачу. А когда был преподавателем, такой отдачи не было. И как-то раз, спустя 2 года, я пошел на встречу выпускников в 29-ю школу. Со своими учителями всеми поздоровался, поговорил, с одноклассниками встретился. И директор школы на тот момент, Любовь Степановна, спросила, чем я занимаюсь. Я сказал, я преподаватель информационных технологий в технологическом институте. А она сказала, а у нас как раз учитель информатики уходит в декрет. Не хочешь временно к нам прийти? Я подумал, а почему бы нет, попробовать. Родная школа. Да, родная школа, попробовать на 1 год, может быть. Я потому что думал на тот момент времени с преподавательства уходить куда-нибудь, так как думал, это не мое преподавательство. Но как только 1 сентября я переступил порог школы, все, меня зацепило и затянуло, так скажем, в эту бурную, интересную жизнь. Помнишь первый урок свой? Первый урок свой помню. Как прошло? Не в школе, а Нет, учеником, да, преподаватель. Да, учителем, ага. У меня был страшнейший мандраж. Я подошел к своему наставнику, Наталье Петровне, учитель физики, тогда у нас еще работала. Она сказала... Что делать? Что делать? Нет, я вот когда к ней прибежал, сказал, что я боюсь, у меня мандражирую, может быть, я не справлюсь. Она говорит, так, если они тебя тронут, ты мне скажи, я их прибью. В добром слове. Чтоб я пошутила, да? Да, чтобы я почувствовал, получается, расслабился. защиту. Она говорит, ты мне, если что, напиши. Если нужно будет тебе выйти из кабинета отдышаться, я зайду, тебя заменю. Я не знаю, как-то в кабинет зашел, с ребятами поздоровался, мандражировал буквально минуты 2. Предстартовый мандраж. Да, потом всегда мандраж так. куда-то прошел, и урок прошел очень даже хорошо. До сих пор дети любят, когда я к ним на уроки захожу. Не знаю почему, но у меня урок получается поставить не стандартный такой, когда вот приходишь, что-то рассказываешь, мы с ними делимся информацией. То есть я у них спрашиваю что-то, они у меня, и в статусе диалога пытаемся решить сегодняшнюю задачку. То есть вот как-то так. Можно щипцы и ветку розмарина. Щипцы и ветку розмарина. Да. Мы... Так, Сима, по-моему, предлагает чесноком, да, заняться? Возьми вот этот нож. Да. Очень аккуратно, он очень острый. Вот это можно убрать, наверное, Да. туда. А пусть лежит, ничего. Не, побольше. Побольше? Да, ничего страшного. Дайте мне таблетки от жадности побольше, да побольше. Да? Можно, давайте так. Нет, дай мне вот то, что осталось. Да. Как раз. Пока готовится, я их сюда закину для аромата. А все остальные полежим, да? Да. Ну, в принципе, хотелось бы немножечко, как говорится, пропиарить свою любимую школу. В том плане, то, что Это можно. мы вошли... Это не реклама. Да, это не реклама. Мы вошли в программу капитального ремонта на следующий год и на строительство нового здания. У нас же здание, основное здание было снесено.
Снесли его, да, потому что он, ну, так скажем, ой, забыл, как правильно выразиться. Он не был пригоден к образовательному процессу, и несколько лет он стоял у нас, получается, как заброшка рядом. И буквально 2 года назад, уже 3 года назад, его снесли, и у нас там стоит пустошь. И вот мы вошли в программу, и в октябре месяце должна уже начаться строительство нового здания. А вы где сейчас, тогда в другом месте где-то время Нет, находитесь? вот на этом же месте там есть у нас пристрой, который рассчитан на 300 человек, но размещает в себе 800 уже учеников. Очуметь. Да, Да. много. Хотя здание рассчитано на 300. То есть мы уже ждем, не дождемся, когда у нас новое здание появится. Появится. Ну, это скоро Ага. получается, да? Уже? Это уже скоро. Ага. Надеюсь, город очень приятно удивится, когда это здание будет. Оно будет уникальное. И уже буквально через 2-3 года мы с вами сможем уже увидеть, насколько она уникальна. А в чем уникальность? Я не могу раскрывать тайны дизайна, А. но дизайн там будет шикарный. Да? А кто-то специально дизайном занимался? Дизайном занимались в основном, ну, вместе, получается, с архитекторами еще все наши замдиректора. Так как, Собственно, и ты тоже тогда, собственно, и я тоже, да. То есть мы сидели, думали, как наша школа будет выглядеть, что мы от школы хотим. Вплоть до розеток мы все вместе с коллегами, Прям так дотошно, да? так дотошно, да. Канализация, проводка, розетки, внешний Раковины, вид, унитазы, плитка. сколько санузлов, да. Все это, естественно, мы уже все вместе сидели, пытались все просчитать. То есть, получается, я помню, у меня родственники там жили, да? Брат учился в этой школе, племянница училась в этой школе. Но это был начало 90-х годов, МЖКшный район. Сейчас тогда, получается, количество детей увеличивается в школе, правильно? Вообще по городу количество детей увеличивается. Ну да. Это общая тенденция. Да. Но это слава богу. Приезжает все больше людей, ну, так скажем, из всей нашей республики, и не только, ну, так скажем, со всей России. И появляется тут большое количество семей. Если появляются семьи, естественно, появляются дети. Естественно, им необходимо место, так Образование. скажем, под Да, звездами, чтобы в дальнейшем, так сказать, самореализовываться. Ну вот. Так, чтобы еще интересного такого рассказать, пока я не ушел слишком далеко в степи. Нет, давай я тогда такой вопрос задам. Да? Всегда же говорят, да, каждая лягушка хвалит свое болото, ж, да? Да, все верно. Когда я был школьником, к нам в школу приехал один известный, скажем так, ученый и начал именно свое выступление с этих слов. Как оказалось, он физик. Да, он говорит, ребята, говорит, физика это все, говорит, это, говорит, царица всех наук, самая крутая наука. Говорит, жизнь, говорит, это вся физика полностью. Говорит, механика, термодинамика, электрика, это, говорит, все, что нас окружает, жизнь, говорит, это физика, да. И я долго не думая стал физиком. То есть мое первое образование физик. Я закончил ЕГУ. В твоем случае как это произошло? Ну вот, я был, получается, учителем информатики первоначально. И в нашей школе не хватало физиков. То есть вообще по городу на тот момент времени физиков вообще не было. Один физик был на 2-3 школы. И на будущее, вот Наталья Петровна, как раз с Любовью Степановной, директором нашей школы, они предложили мне отучиться на физика для того, чтобы в будущем я стал физиком для нашей школы. Ну, то То есть есть они как бы посмотрели на будущее, то, что физиков будет не хватать. дополнительно еще, да? Ага. И вот, получается, Снежана Семеновна, тоже замдиректор нашей школы, они просто-напросто меня уговорили поступить на физика. И ты закончил дополнительное образование? Я магистратуру закончил на физика. Ну, то есть это как бы диплом о профессиональной переподготовке получается, да? Или это что-то другое? Нет, это уже отдельное получается. Да, отдельно уже. магистратура. Да. Просто у меня по часам с инженера, ну, если ты идешь на инженера-программиста, я же инженером-программистом учился 7 лет, и там курс физики был в достаточном объеме. То есть там куча часов, и мне хватило как раз этих часов по предыдущим, так скажем, специальности, чтобы поступить сразу на магистратуру. Без бакалавриата, без ничего. Даже так, да?
Даже так. Тут повезло, получается. Тут повезло. Ну, не то, что повезло, они, видать, с этим расчетом когда-то за 10 лет до того, как я пришел в их школу, они уже продумали этот план. Потому что так все вышло, Очуметь. да, идеально Вот вышло. какие коварные люди, да, бывают, да? Конечно, да. Ну, все вышло так идеально. Ага. Вообще, по моей жизни все идет каким-то таким интересным образом. Все само проявляется максимально, так скажем, интересно. То есть все кардинально меняется в один миг. Так, оп, Ну, как будто само по себе предначертано сверху, и так все идет. можно так сказать так. Можно сказать, это как Форест Гамп, да? Да. Ничего не делаешь вроде как, а тут раз, и там, и тут, и там, и Вот, это. как раз, когда я вот, получается, начал поступать М, в учебное заведение, в учебное заведение, бац, что-то переклинило. мгм. Потом, кстати, перед тем, как пойти учителем, я вообще не учителем хотел стать. После того, как закончил инженера-программиста, я хотел стать, не то что стать, я хотел работать в органах. А чтобы в органах, да, работать, нужно МВД. военный билет. Да, так. А у меня так получилось, что я трижды пытался уйти в армию самостоятельно, и меня трижды не взяли. Почему? Ну вот в первый раз, получается, я полностью медкомиссию прошел. Категория Б, правда, что, то есть не А. Сказали, если ты пойдешь, в принципе, подлечишься, все должно быть нормально. В первый раз пришел, меня отправили на маяк. И там, получается, когда я приехал на маяк, случилось следующее. То, что я там, сколько был? Неделю, грубо говоря, был. И через неделю выяснилось, когда уже всех отправили, так скажем, служить, то, что я на плацу остался один. Меня спросили, ты кто такой? Я сказал, естественно. Они сказали, ну-ка, пойдем. Оказывается, мои документы неправильно отправили. Меня не должны были на маяк отправлять. Мгм. Меня должны были отправить на медобследование сначала, потом только уже На дообследование. ага. на дообследование. А мне сказали, все, ты с этой группы едешь туда. То есть моих документов, естественно, на маяке нету. Я тогда счастливый думал, все, уже сейчас поеду отслужу. Сказали, если хочешь служить, приходи в следующем году. Мгм. И ты пришел? В следующем году, да, И ты какой настойчивый, да? в следующем году я пришел. К нам сюда уже в Якутск приехала московская проверка. Видать, боялись то, что будет очень много ребят, которые постараются отскосить, и набрали сверх нормы детей, получается, будущих Будущих призывников, ага. призывников. Так. Все верно. Опять построили нас на плацу. Я там жил примерно 2 недели, чуть меньше, может быть, и приходил как на работу. Вечером домой, так как я городской, утром на маяк. И в последний день, получается, распределение. Всех построили. Называют 3 фамилии. Иванов, Петров, Сердитов, получается. Ага. Первые 2 фамилии я просто не помню. Выйти из строя, собирайте вещи, идите домой. Так. Мы не понимаем, как так, почему. Кто-то из них был доволен, и я был немножечко ошарашен. Мгм. Как так бывает? Почему домой? Подошел, спросил, он говорит, а вам билетов на самолет не хватило? Черт побери. Ага. Ага. Приходи в следующем году, да? Грубо говоря, так. Но я пошел ругаться, то, что так, мол, так, меня не забрали, а у меня уже срок исходит, потому что уже время подходит к тому, то, что мне просто-напросто выдадут по возрасту. Типа годы уйдут, да? По возрасту я уже военник получил. И Да вы мне понимаете, я уже старею, да? Да. Военник получил, естественно, там написано то, что не служил. Пришел, показал, мне сказали, извините, вы у нас работать не можете. И поэтому я остался, опять же, в технологическом институте. С одной стороны, очень даже хорошо, что я не пошел в органы. Ну, Так, получается так, сейчас, оглядываясь, можно так сказать. Да, потому что сейчас жизнь насыщена, так как учитель сталкивается, обычно как бывает в профессии, в одной профессии, люди бывают заложниками своей профессии. То есть всю жизнь делают одно и то же, получается, и там получается как день сурка. Каждый день один и тот же день. Ну, есть такое, да. У учителей таких дней вообще не бывает. Каждый день что-то новенькое. Новые Какие-то дети, новые впечатления, да. проблемы, Ага. новые дети, новые задачи, которые необходимо решить. И вот. Вот как-то так. То есть я очень даже доволен, что я учитель. Даже не собираюсь уходить. Ну, все. Вот, как-то так. Ну что ж, наша курица
обжариваться, томиться. Обжарилась, да? Да, обжарилась, сейчас томится. Ну, я думаю, еще минут 10 и ей будет достаточно. Да, Сбавил огонь, да? Так. Да, сбавил огонь, чуть меньше среднего. И сейчас еще немножко потомится, затем мы ее достанем, сделаем соус, обжарим чеснок, затем И сделаем соус. подготовим наш гарнир. Гарнир. Но гарнир готовится очень быстро, да? Да, буквально перед подачей мы это сделаем. Класс. Так. Александр, у тебя какой стаж уже? Так, Учительский, преподавательский. в данной школе 9 лет. И там еще... Преподавательский уже 11 лет. Да? Да. Я знаю, что человека научить что-то делать, есть же правило 10 тысяч, да, часов. Знаешь, наверняка это правило, да. Школа свою специфику имеет, да. Если какой-то человек профессию получает, тоже своя специфика. Меняются какие-нибудь, появляются новые, может, инструменты или что-нибудь такое, или дети меняются. Так, насчет инструментов, да. Естественно, инструменты постоянно меняются, но в основном остается добрая старая школа. Сейчас IT входит, так скажем, в жизнь, и очень удобно, так скажем, приятно уже становится проводить уроки. Там та же самая интерактивная доска, уже мел не пачкает одежду, вроде бы такой... Хотя бы с этого начнем. Да, Да. что-то незначительное, а уже хороший плюс. То есть, Я помню, мы школьниками были, перебью, да, тряпочку с сахаром, водой с сахаром Да, обязательно, да, чтобы да. мел хорошо писал. Да. Это такое тоже практиковалось у нас пока, так скажем, как только я пришел в школу. Но сейчас становится все приятнее, удобнее работать. То есть все как раз меняется в лучшую сторону. Есть большое количество различных программ, которые тоже также помогают что-то показать. Миску передай. Вот это? Миску. Миску? Да. Вот эту? Ну вот, нижнюю. Поболее, да? Да. Переложим курицу. Дальше. Ага. Побольше программ. Да, то есть, в принципе, то, что сейчас мы обучаемся по стандартам ФГОС, этот стандарт больше направлен не на то, чтобы ребенка научить, а ребенок теперь должен найти свои, так скажем, мысли самостоятельно, прийти к выводу сам. Мы должны его только направлять. То, что касается с курса физики, это очень удобно. Взял что-нибудь, уронил на пол, спросил ребенка, Что произошло? Что произошло? Ага. Он говорит, не знаю, вы столкнули объект, еще раз кидаешь. То есть в какой-то промежуток времени ребенок понимает, что я от него пытаюсь добиться. Ага. То есть он говорит, вы попытались проделать какой-то опыт несколько раз. Я говорю, это не совсем опыт. Я говорю, сейчас вы, что делали? То есть не пытаюсь навести на, так скажем, ключевые слова. Он говорит, наблюдали. Я говорю, сначала идет наблюдение. Ну и, естественно, потом по ходу дела мы приходим уже к, так скажем, необходимому ключу. Вот как-то так, общими словами. Но сейчас же есть все равно какие-то такие стандарты, да, преподавания эти. Почему-то вот есть, может, я ошибаюсь, да, есть расхожее мнение, что советская школа была самой сильной, типа так, а сейчас типа все по-другому. Конечно, да, есть сторонники разных мнений, да, но вот, насколько мне известно так. Что вы, Семенович? Лопатку. Лопатку, так. Так, по мне вообще, если так смотреть, каждый стандарт хорош по-своему. Ага, свои То есть, свои да, плюсы-минусы. Свои плюсы-минусы есть. Дети меняются, должны меняться стандарты. То есть... Жизнь меняется. Да, жизнь меняется. Ну. Когда я учился в школе, естественно, я учился по советской программе. Можно Конечно, сказать. да, мы все учились в советской программе, но... Та программа мне тоже нравилась. Ага. Сейчас, как мы обучаемся по новым программам ПГОС, естественно, эти программы больше подстроены под новое поколение. То есть, если бы эту программу, допустим, там, в 90-х годах преподавали бы у нас в школах, я бы ничего, наверное, и не понял. Да, жизнь была другая. Да, жизнь была другая. Так Компьютеров что не было, всё грубо меняется, говоря. меняется к лучшему. Вот, опять же, как-то так. Хорошо, касаемо ЕГЭ. Есть сторонники ЕГЭ, есть говорят, это вот, американцы навязали, это вообще все туфта, делают из детей дебилов. Чуть ли не так, но... Говорят, скоро ЕГЭ отменят. Опять же, во всем этом есть свои плюсы, свои Да. минусы. Ага.
Помните, наверное, да? То есть, когда мы поступали, у нас были вступительные экзамены Да. прямо в вузах, мы приходили, да? То Жесткое есть, волнение. естественно, ребенок на тот момент готовился именно к определенным. То есть, может быть, у кого-то даже получалось на высокий балл пройти это собеседование. Сейчас, с какой-то точки зрения, намного проще сдать ЕГЭ и посмотреть уже по своим результатам, Мгм. чего ребенок добился, да? Куда можно поступить. Мгм. С одной стороны так. С другой стороны, ЕГЭ стало больше, так скажем, большим грузом стало уже для родителей. То есть они Да, уже стресс. Да, стресс. Ребенок после ОГЭ, он понимает, что такое экзамен. А родители уже ЕГЭ не сдашь, все. Да, ну все, ага. Жизнь уже пошла под откос, чуть ли не Грубо так, Можно да. подожди? Да, все верно. А так, в принципе, опять же, повторюсь, да, то, что не меняется, все идет к лучшему. То, что мы сейчас, то, что дети сейчас готовятся к ЕГЭ, готовятся к вступительным экзаменам, в принципе, в этом есть свои плюсы. Дополнительные повторения тем, чтобы он понимал. Если ребенок понимает, какие предметы он будет сдавать, хорошо понимает эти предметы, он, естественно, заранее будет понимать, на кого он хочет поступить, кем он хочет стать. Мгм. Когда, допустим, если мы будем говорить о вступительных экзаменах, естественно, ребенок, как я в свое время, да, может резко так, оп, и передумать поступать на определенную профессию, пойти на другое. Вот в этом тоже есть свои плюсы, минусы. Вот. Ну, хорошо, ага. Давай немножко отвлечемся. Мы о работе, до работе, да. Расскажи, пожалуйста, немножко о своей семье и вообще, как в целом жизнь, да? Так, в целом жизнь, в принципе, тут все самое интересное получается дома. У меня 2 ребенка, жена. Старшему сыну, старший сын сейчас идет у меня в 4 класс, в 29-ю 29-ю школу? 29-ю Так. школу. Кстати, да, туда же идет в 1 класс в этом году дочка София. Ага. Ну и получается вся семья в сборе. Там еще, когда я поступил туда работать, там работал еще мой отец учителем технологий. Ага. То есть, в принципе, получается... Технология — это же практически труд, да? Труд, это труд, да, да. сейчас технология называется. Ага. Ага. И вот, получается, вся моя семья с малых лет, да, получается, пытается, не то, что пытается, оккупировала 29-ю школу. 29-я школа. Ну, то есть это как бы уже получается семейная династия такая. Да, семейная династия. Так, в принципе, если мы обойдем, так скажем, школу и обратно вернемся к семье, у меня много времени, много времени с семьей я провожу только летом. В этом, опять же, плюс моей работы. То есть отпуск хороший. Ну да, 3 месяца, скажем Да, так, пока каникулы, да, летние идут. Ага. Ага. Вот мы с детьми обычно что делаем? С женой с детьми. Садимся в машину и катаемся в различных направлениях. Обычно даже не загадываем, куда поедем. Даже так? Даже так, ага. Садимся в машину, подумали, а давай поедем по асфальту, пока асфальт не закончится, в эту сторону, допустим. Мгм. Так до Кангалас доехали, потом до Яланки, в таком ракурсе. То есть пытались просто покататься, где-нибудь Путешествовать. остановиться, путешествовать. Путешествуем каким образом? То есть, пытаемся побольше времени проводить где-нибудь в поле, пикник, не пикник, покушать. И в какой-то момент времени нас дернуло поехать чуть подальше. Так. Типа испытать, а что там Ну, за горизонтом, да? Можно так сказать. Мы вообще поехали, думали, или во Владивосток поехать на машине, как многие ездят, да, или же на Байкал. До Алдана хотя бы попробовать доехать, потом, может быть, обратно. То есть мы так далеко обычно на своей машине не ездили. Машина у нас маленькая. Сели, получается, в машину, доехали до Алдана, потом, поехали дальше, едем дальше. Поехали. Это реально вот как Форест Гамп, да? А что будет, если я добегу до границы Юты? Вот А потом, если я добежал до границы Юты, почему мне мешает добежать до
граница Алабамы. И вот типа так он бежал же, там, потом дошел до восточного побережья, потом до западного побережья. Ну, до Чуть- побережья мы не добежали, Ага, конечно. ну, доехал. Но мы доехали. Первая преграда у нас появилась в Иркутской области. Иркутской. Ага. Да, то есть, когда мы уже до Байкала доехали, там немножечко, пару дней остановились на озере, думали, будем купаться, но там холодно было. Холодно, да. Ну. Мы решили, поехали дальше, поехали. Только Иркутскую область... Нет, подождите. Самое интересное... Ну да, этот момент расскажу. Мгм. Там, получается, были сильные ливни, потопы. В тот год, это в 2019 году. И там... Иркутскую область когда да, топило, да, было такое. Аж по второй этаж домов затопило. Мгм. И в этот момент времени мы проехали один мост, и там Река разлилась. река разлилась, проехать было невозможно. Мы у МЧСников спрашиваем, ну, уже никак не проехать. Он говорит, нет, сейчас будем ждать вторую волну, сейчас туда, в ту сторону проезжают только на джипах. Ага. Мы сидим, думаем, а если мы поедем? Он говорит, ну, если вы поедете, то На мы свой вас страх и риск. потом вас вытянем, ну и, естественно, лучше езжайте домой обратно. Мгм. Мы такие, ну давай попробуем. И поехали. Получается, такое ощущение, как будто бы мы были на лодке, у нас машина маленькая, то есть если капот примерно у меня вот такой, наверное, и полностью Вода. вода. Мы в какой-то момент времени даже под водой проходили, Очуметь. но проехали. Где-то километра 2, наверное, так под водой, очень медленно. Ну, хорошо, что машина не заглохла. Это же А я перед этим, довольно получается, опасно. мы переднюю часть закрыли, капот приоткрыли, чтобы вода, ну, то есть, чтобы воздух поступал. Ага. Спокойненько, медленно проехали. И на другой стороне нам МЧС подходит, спрашивает, как вы на такой машине все-таки это переплыли? Я говорю, ну, у нас там и не такое бывало. То есть у нас тут тоже, когда мы ездили отдыхать, мы и вброд на этой машине пытались проехать. То есть она у меня очень мини-джип такой, М. который и в грязи побывал, и в песках. Мы по степям на ней уже проездили. М. Доехали. Джимник? Джимник? Не, Нет, другой? Мини-джип. видели, наверное, Hyundai i30, он как А? ой, забыл, Hyundai, сейчас очень распространенный в городе стал, Ага. небольшой. Короче, он у меня хэтчбэк, маленькая Ага, машина, ага, ага. семейная маленькая машинка. И, получается, после этого мы доехали, ну, уже и в Екатеринбурге побывали, и доехали до Уфы, Очуметь. Башкирия. до Башкирии доехали. Башкортостан. Ну, это не близко. Ага. И вот просто моя жена башкирка, она Ну все. как сказать, якутская башкирка, всю жизнь. Якутская башкирка. это- Ну, Я не знал, что такое выражение есть, ну хорошо. Так. ну, по национальности Ага, башкирка. не, я понял, Да, я прикалываюсь. ага. И вот, ну, решили, вообще мы думали, может быть, доедем даже и до моря куда-нибудь. Ну, там была погода шикарная, нам понравилось, там ее родители были, Мгм. то есть они там тоже квартиру, ну, дом купили и там жили, ну, у них гостили. Туда же переехала ее сестра, мы подумали, а давай мы тоже сюда переедем. То есть решили переехать в Башкирию. Так. Купили там дом, Ложку. Да. Соль попробую. Так. купили частный дом, получается, с территории. Уже придумали, как все это будем облагораживать. У меня на работе в 29-й школе уже знали, то, что я 1 год Уже- отработаю. уже уехал. И, да, Ага. то, что я потом должен буду вернуться, год отработать, чтобы они нашли другого учителя. И я должен был в Башкирию переехать. Мгм. Но тут ковид. Вот тут опять же такое, да. Ага. Свое слово судьба Да, сказала. то есть никуда выезжать нельзя, там безработица, ну так, в том плане, то, что ты работу не найдешь, все уже на домах сидят. Мгм. Мы подумали, давай, пока ковид не закончится, будем здесь. Мгм. Ну вот, и получается, Здесь работать, с да. семьей уже работали здесь. И жена, так скажем, пошла в хороший карьерный рост. И я в хороший карьерный рост пошел. И решили все-таки остаться здесь. Мгм. Буквально в прошлом году решили остаться здесь. И буквально вчера я подписал, так скажем, бумажки о добровольном рабстве на несколько лет. Это что такое? Ипотека. Ипотека. Ну да. Как говорит мой друг, говорит, у меня нет денег и не будет до 2026 года. Говорит. Да, что-то подобие такого. Всё, то есть мы решили уже оставаться здесь. Квартиру уже здесь нашли.
и уже купили. М. Ну, как можно поздравить тогда. Да. Поздравляю. Это для молодой семьи. Это Первый день. Да, это классно. квартирой. Ага. Ну, вот, как-то так. Ну, вообще мы, если честно, я не могу сказать, то, что мы много гуляем, больше других, где-то там в парках, на площадях. То есть, как обычно с детьми бывает, есть время — выходишь, Мгм. есть время — гуляешь, есть время там мы с ними и поиграть успеваем, там что-нибудь собрать. Вот как-то так. Слушай, а ты упомянул, что дома готовишь, ну, в основном летом, да, когда отпуск. В большей мере, да. Больше времени так, да. Потому А что я как выглядит обычный рацион? Как выглядит обычный рацион ваш? Ой, каждый раз по-разному. В основном это Разнообразное. Что-то, так скажем, ну, бывает, ну, где-нибудь что-то подсмотрел, что-то увидел. Ну, то есть какие-то там- экспериментируете? В основном экспериментируем. Если не ошибаюсь, позапрошлый год у нас дома был эксперимент практически чисто мучной. М. Что-то из муки постоянно делали, из теста. Выпечки, да? И я очень сильно подсел на, так скажем, хану. Еще раз? Хану. Это получается ленивые пельмени. То есть тесто пельменное, Ага. а начинка идет почти как пельменная. Ага. Делается жестко большой такой пласт, растирается фарш этот Ага. и сворачивается все в один рулет. Ага. И этот рулет получается в пароварке, готовится и получается очень вкусно. Мгм. Кстати, а почему я его сегодня не захватил? Да. В следующий раз, значит. В следующий раз. В следующий раз. А есть какое-нибудь фирменное блюдо от Александра Сердитова? Ай, раньше был, когда посвободнее. Я, кстати, даже этим немножечко коммерцией занимался. А, даже так? Ну, Продавал собственные тортики. это тортики? Да, то есть, Кондитерка своя была? что ли? нет, я сам дома делал торты Очуметь. и, получается, продавал. Самый большой заказ был это на свадьбу. Я сделал 4 маленьких тортика и 1 большой. Ага. Ну и все. Потом что-то после, видать, этого как-то перехотелось сделать. Я Перегорел, да? перегорел, да. То есть я делал Хватило, да? да. Ну, вот как-то так. А, То есть, а вообще я люблю заниматься всем подряд. То есть, ну, это я не имею в виду то, что там, точнее, имею в виду то, что я люблю абсолютно все. Сейчас, в данный момент, я еще занимаюсь, так скажем, переделкой своего балкона на 202-м. Ну, то есть в первой квартире своей, где всю свою жизнь прожил, квартира родителей. И там я переделываю, получается, балкон и полностью работаю с деревом. Ну, то есть люблю То есть солярничать еще? да, люблю посолярничать в летнее время. Ну, здорово, значит, руки из правильного места же растут. Надеюсь. Надеюсь. Нет, ну, если А получается вообще? Получается, вообще до прошлого года я летом обычно подрабатывал где-нибудь ну, с отцом. Он брал объекты, мы строили дома или же там беседки. Да ты вообще человек-оркестр, оказывается. И готовишь, и строишь. Да? Вот как получится, как говорится. Как получится, Что да? получится. А. Ага. Слушай, вот про рацион спросил. Да, как якутской кухни? Традиционной. Вот, традиционной у нас в основном это где-то с ноября, с октября месяца, когда уже холодно, мы закупаем, получается, полтуши говядины, полтуши жеребятины, с севера рыбу, ну и так далее и тому подобное. То есть у нас в основном такой классический рацион идет в Якутский. зимнее время. Якутский. А. Вот летом обычно переходим на такое постное. Ага. То есть, естественно, уже свежую жеребятину не найдешь, говядину не найдешь Ну свежую. да, да. И переходим на свинину, курятину, ну, на рыбу, ну и так далее. Ну, что у нас там? Так, ну мы Товарищ Семен. наш гарнир подогреваем, Ага. Он добавляем должен теперь сыр. сыр. Сыр, да, сыр. Как говорит мой младший, сыр. Сыр пармезан. Гарнир называется паста птитим. Еще раз? Паста птитим. Птити. Птитим. Птитим. Так. В честь кого? Птитима, великого Птитима. Птитима. Того самого. Того самого. Того самого. Знаменитого. Все, Так. наш гарнир готов. Ага, у нас курочка уже так подтамливается. Надо фоточку сделаю. Так, ну и я подготовлю тарелочки. Точнее, они уже у нас готовы.
И, видимо, вилочки, да? Лучше ложки. Ложечки. Ложечки, вилочки. Так, И смотри. ложечки, и вилочки. Ну, кому-то вилочки, А, это... да. кому-то Я ложечки. думал, кровь вытекла. А ложечек мало, поэтому вилочки. Я возьму Самое главное, чтобы они хорошо оттаяли. ножичек. А, ну да, ну то есть до готовки, само До собой, да. Потому что, конечно, может быть Ну в что, костях мы кровь. можем сервировать. Сервировать, да, пожалуйста. Жду, не дождусь. Ну, выглядит очень даже красиво, да? Гарнир сам по себе. Да, как кедровые орешки, я не устаю повторять. Курочка мне напоминает, знаешь, у меня есть любимое блюдо грузинское, одно из чкмерули. Первый раз попробовал, сливочно-чесночный соус Грузии. Вот что-то вот похожее было. Курица там плавала в соусе. Это вообще что-то было невообразимо вкусное. Я надеюсь, будет сейчас то же самое. Просто вкусно. Будет. Ну, просто вкусно я уже знаю, да. Но вот если это будет близко похоже к этому, это будет классика. Научиться так резать бы еще. Да, 7 лет тренировок. И ни одного пальца. Правило 10 тысяч часов тут как раз вот, наверное, отрабатывает. Тинкс. 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 Показали крупненько. Ну что, приятного аппетита Ну что, друзья, Приятного приятного аппетита. аппетита. Давайте попробуем. с гарнира. Действительно паста. Очень интересная паста. Очень интересная паста. Ножичек бы. Да, я возьму ножичек. Хорошо, вилка, да? Да. Держи нож, вот это будет удобнее. Почти то же самое. Очень вкусно. Просто вкусно. Александр, как мнение? Просто вкусно. Просто вкусно же, да? Очень вкусно. Ну что ж, эфирное время у нас не резиновое, как урок тоже 45 минут. Потихоньку мы заканчиваем. Александр, спасибо тебе большое, что ты был гостем нашей передачи, да? И напоследок у нас есть традиция такая. Вот, пожалуйста, на эту камеру пожелание нашим телезрителям. Не дорваться. Вот сюда. Так, как все уже, скорее всего, до меня вас поздравляли, желали вам добра, счастья, удачи. А в наше время самое главное, оставайтесь самими собой, будьте добры не только к себе, но и к окружающим. И для будущих и бывших выпускников различных школ я желаю то, что в вашей жизни все получится настолько же хорошо, насколько вы этого планируете. Мечтайте, ведь мечты сбываются. Здоровья. До свидания. Александр, еще раз спасибо большое. Напомню, у нас Александр. был в гостях Александр Сердитов, Спасибо. учитель физики и информатики средней общеобразовательной школы номер 29. А я Петр Цепандин, Семен Тарбахов. Здравствуйте, до свидания. До свидания, да. Ну, потом здравствуйте. Переходим потом- ко второму блюду. Потом ко второму блюду, вторую передачу снимаем. Ну что ж, ребята, до свидания. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Будьте здоровы, друзья, мирного неба над головой. Мы дальше. И кушайте просто вкусно. Может, тому соус добавить?